76 лет минуло с момента депортации ингушского народа, но мы до сих пор помним историю тех событий и наших соотечественников, погибших во время выселения, в дороге или на месте ссылки. Ежегодно в канун годовщины депортации в образовательных и культурных учреждениях региона проводятся различные конкурсы рисунков, сочинений и памятные мероприятия, приуроченные к этой дате. Так, в 2019 году в музее «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» был объявлен конкурс «Дорога длиной в 13 лет». И в течение целого года со всех уголков нашей страны в музей прислали свои художественные работы. Все желающие изъявили желание участвовать в конкурсе учащиеся образовательных и художественных школ, профессиональные художники и люди, которые рисуют для души. Работы у нас очень много не из Ингушетии, то есть люди других национальностей очень много прислали к нам работы. Это вообще первая десятка у нас была Воронеж, Питер, Москва, есть даже из отдаленных сел Московской области. Да, есть художественные школы Московской области, которые присылали по 3-4 работы с каждой школы. Есть у нас работы из Казахстана, тоже участвовали и дети, и взрослые, тоже мастера изобразительного искусства. Есть художники наши именитые, которые прислали нам работу, вот мы можем их увидеть. И есть художники, которые уже передавали нам в фонд свои работы, это художники другой национальности. И сейчас они решили еще порадовать нас своими работами, вот, и тоже прислали нам свои работы. Это Лайпанова у нас висит ее картина уже, и она еще прислала на конкурс свои 2 картины. Целые художественные композиции на ватмане, альбомном листе или даже полотнах, написанные в самой разной манере, простыми цветными карандашами, гелевой ручкой, красками, маслом. Вот эта картина «Такие города», это класс, на свет, это у нас Губекская школа. Все рисунки очень выразительные, чтобы их вывести на железнодорожную станцию. Им приходилось идти очень большие расстояния. Могила, это значит, что по дороге, это была дорога смерти. Научный сотрудник музея, куратор выставки Ася Аушева отмечает, что прием конкурсных работ завершился еще 10 января, и сейчас идет их оценка. Всего прислали 70 рисунков, картин и полотен. Работы планируют выставить в отдельном зале, где сейчас проводится небольшой косметический ремонт. Организаторы утверждают, что он будет завершен в срок, и презентации выставки ничто не угрожает. Вот. На данный момент, если подводить итоги конкурса, это у нас собрано уже более 80 заявок. Сейчас к нам поступило уже 70 работ, которые будут представлены на выставке 23 февраля. Уже определились составом жюри, который будет выбирать эти работы. Цель этого конкурса, конечно же, привлечь внимание к истории ингушского народа через описание событий депортации, через изобразительное искусство и, конечно же, создать условия для самореализации нашим молодым художникам и пополнения фонда музея мемориального комплекса, так как, согласно положению конкурса, лучшие работы будут оставаться у нас в музее, в нашем фонде. Конкурс проводится в 3 номинациях – «Одаренные дети», «Талантливая молодежь» и «Мастера изобразительного искусства». Больше всего рисунков прислали начинающие художники. Каждая работа, присланная на этом конкурсе, она уникальна. И вообще удивляет тот момент, что не только ингуши были подвергнуты депортации, многие народы, но как дети передают ту боль. Даже вот если посмотреть в глаза персонажей этих картин, насколько выражена боль в их глазах, насколько дети, которые не видели этого, передают эту всю боль, всю трагедию нашего народа. И, наверное, это заслуга взрослых, это память, которую нужно передавать с поколения в поколение. Так как главные памятные мероприятия к годовщине депортации уже традиционно проходят на мемориале памяти и славы, а музей относится к самому комплексу, организаторы выставки ожидают 23 февраля большой наплыв посетителей, желающих прикоснуться к истории нашего народа.